Слово для выступления предоставляется постоянному представителю Министерства юстиции в Конституционном суде Джархамбаеву Аязбеку Долазбековичу. Прошу вас пройти к трибуне. Министерство юстиции осуществляет оценку положений статьи 442 Уголовно-процессуального кодекса во взаимосвязи со статьей 441 кодекса исходит из необходимости их анализа через призму конституционных принципов верховенства права, правовой определенности, правовой стабильности, равенства перед законом и права на судебную защиту. Если говорить о цели логики законодательного регулирования, то статья 442 устанавливает временное ограничение кассационного пересмотра судебных решений в случаях, когда такой пересмотр влечет ухудшение положения осужденного, оправданного либо лица, в отношении которого уголовное дело прекращено. Данная норма направлена на защиту лица от произвольного усиления уголовной ответственности и обеспечение устойчивости вступивших в законную силу судебных актов. Одновременно законодатель допускает возможность кассационного пересмотра судебных решений в пользу осужденного без установления формального срока. Такая модель отражает гуманистическую направленность уголовного судопроизводства и ориентирована на устранение судебных ошибок, затрагивающих фундаментальные права личности. Мы отмечаем, что сама по себе подобная асимметрия сроков не противоречит Конституции Кыргызской Республики, поскольку основана на объективных различиях процессуального положения осужденного и потерпевшего и направлена на защиту лица от чрезмерной уголовной репрессии. Статья 441 Уголовного УПК Кыргызской Республики устанавливает четкие пределы полномочий суда кассационной инстанции, ограничивая кассационный пересмотр случаями существенных нарушений норм материального процессуального права, исключая повторное исследование фактических обстоятельств дела и переоценку доказательств. Тем самым законодатель сформировал модель кассационного производства как исключительного правового механизма, направленного на устранение фундаментальных дефектов судебного решения, а не как дополнительной инстанции по существу спора. В совокупности статьи 441 и 442 УПК создают систему процессуальных фильтров, призванных обеспечить баланс между правом на исправление судебной ошибки и принципом окончательности судебных актов. Необходимо обратить внимание на то, что принцип правовой определенности предполагает не только наличие механизмов судебного контроля, но и возможность достижения устойчивого правового положения по итогам судебного разбирательства. Отмена судебного решения в кассационном порядке, особенно спустя значительный промежуток времени, способна затронуть доверие к окончательности судебных актов и поставить под сомнение устойчивость правовых последствий, в том числе в смежных правоотношениях. При этом следует подчеркнуть, что отмена приговора в кассационном порядке не влечет автоматической отмены судебных решений по гражданским делам. Однако в случаях, когда гражданское решение было основано на преюдициальных выводах приговора, его отмена может создать процессуальное основание для пересмотра таких решений, что объективно затрагивает вопрос правовой стабильности и интересов третьих лиц. Сравнительный анализ законодательств Республики Казахстан, Узбекистан, Российской Федерации показывает, что отсутствие формального срока для пересмотра судебных решений в пользу осужденного является распространенной моделью в правопорядках, сопоставимыми уголовно-процессуальными системами. При этом указанный государство фактор времени защиты правовой стабильности компенсируется повышенным требованием к основаниям кассационного пересмотра, подчеркнутым исключительным характером кассационного вмешательства, судебной практикой, учитывая данное вступление решения в законную силу и последствия пересмотра. Мы также считаем, что различие срока кассационного обжалования для осужденного и потерпевшего не образует дискриминации, то есть неравенства. Осужденный и потерпевший находятся в различном процессуальном положении, а дифференциация процессуальных гарантий обусловлена характером затрагиваемых прав и целями уголовного судопроизводства. Установление одинаковых сроков кассационного обжалования для всех участников уголовного процесса формально возможно, однако не является конституционно обязательным и не обязательно ведет к сохранению процессуального баланса. Напротив, такая симметрия может ослабить гуманистическую направленность уголовного процесса и защиту лица от чрезмерной уголовной репрессии. Исходя из изложенного, Министерство юстиции приходит к выводу, что статья 442 не противоречит Конституции Кыргызской Республики. И в этой связи мы считаем, что статья рассматривает систему связи с статьей 441 соответствует Конституции Кыргызской Республики. И вопросы, связанные с учетом фактора времени, устойчивости, правовых последствий, баланса интересов участников процесса, относятся к сфере конституционно ориентированного правоприменения и могут разъяснены Конституционным судом в рамках его полномочий. Спасибо. Да.